Еще раз, жители, они могут скидываться... Ну, среднем, допустим, на двор, если на примерно минимальный посчитать, перечень сколько. они вообще Они не будут скидываться. На минимальный нет, на скамейке урны они вообще не должны скидываться. Вопрос этот вообще не должен пониматься. Это минимальный перечень, который по федеральному проекту мы должны обеспечить. Другое дело, что они могут скидываться на детские площадки, на какие-то дополнительные виды, малоархитектурные формы, Нет, спортивные. соотношение в рублях, допустим, в общем объеме. Нет, Сколько будет Нет процентов? обязательно. Сколько смогут? Сколько, да, сколько, Сколько можете 100, осилят? может 50, Сколько могут? можете 200, можете 2 миллиона. Мы можем связать это с как раз таки примерной стоимости этой же скамейки. Артем Николаевич, с минимальным перечнем нет. Минимальный перечень весь идет за счет средств федерального бюджета. Скамейки и урны – это минимальный перечень. Но это получается, если они будут софинансировать, они должны в первую очередь. Я говорю, ну, 5000 это уж совсем какие-то прям цены, я не знаю. Ну, даже Можно единицы действительно мало. сделать запросы нормальные, вымеры, сколько. Вот местных наших Вот производителей. если, например, вот есть коммерческое предложение, да, допустим, у Гумераглы взять, у той же кузницы взять, давайте возьмемте у них у всех. Вот буквально завтра, до конца недели, у вас 1 число какое? Послезавтра. Суббота. Завтра надо с утра, все, Маша. Мы Давай, должны быть нормальные критерии, да, чтобы они нормальные расценки нам дали. Да. Так? Да. Ну, как я задание, допустим. Размер такой-то, высота такая-то, материалы такие-то. Ну, решение нашей комиссии Мы не является... успеем сделать запросы, Обязательно. дайте конкретно вот такую скамейку, такую и такую. Фирменную ведомость составить. Елена, вот, пожалуйста, вам запрос, коммерческое предложение. Все вот включайте. Вот. Можете, вот это максимальные стоимости. Есть минимальная 5000, давайте возьмете среднее. 200 плюс 5000 это 205, разделим на среднюю, получится 102 рубля 50 копеек. Давайте так возьмем. Какие тут могут быть еще дополнительные? Я не могу понять. Ну, здесь на одну единицу, поэтому все равно мы должны посмотреть там. Ну хорошо, насчет скамеек можно. Урны тоже. Да, и уровень, конечно, должны быть какие-то. Освещение. Еще у меня, коллеги, дополнительный, вот, Артем Николаевич, у нас по общественным пространствам, да, тоже, например, Дина, вы же расценки посчитали только на дворы, да? А по общественным пространствам у нас тоже нужны расценки. Например, квадратный метр озеленения. Вот можем мы главстрой и ДГ И давайте по описывайте, пожалуйста. По озеленению еще что у нас там? Например, освещение какое-то уникальное, например, я не знаю, фонари интересные. Ну, в принципе, Здесь тот же вот самый перечень, как и здесь, наверное, будет. То же самое асфальтобетонное покрытие. Оно Нет, чем отличается? дополнительные. У нас, вот, например, озеленение могло быть, да, по общественным пространствам. Еще что? Может, установку каких-то, не знаю, там, ну, До например, 1 апреля это самое не например, дайте торшерные расценки, тогда мы можем светильники деньги вот не маленькие. получить. Вот в сквере Винокурова там вот такие вот светильники маленькие, вот эти, которые газонные. Их стоимость дополнительная, то есть тоже минимальная взять стоимость. Просто у нас, если этих процентов не будет, мы потом как подтвердим выполнение работы по скверам. Дополнительно, давайте Ну, завтра включите дадим. тогда, дайте свои предложения. Хорошо. А подсветка не зеленый ходит. Ну вот подсветку, например, интересно, почему нет. Ну, это самое Общественные пространства, общественные сферы. Да, подсветка. Вот сейчас, например, вы Именно. посмотрели, да? А у нас ведь проекты существующие, они уже ведь учтены. Почему мы не можем взять этот существующий проект? Можем взять. Да, Максимальное тогда уже количество. как бы на вот, тот же бульвар учителя. Ну тот вот я же сквер, по да, бульвару и- вот эти расценки взяла, Да, например. поэтому Это здесь надо просто индивидуальность. вытяжку из проекта сделать, да и все. Давайте тогда вот из или Даниловых можно взять. Кстати, скамейки из Даниловых тоже можно взять. Из Верхнеюрюцкого можно взять. Завтра тогда дадим. Они экспертизу прошли? Да. Да, Они прошли экспертизу, Лена Ильина, мы тогда утром отправили. В региональных, в этом, да, в региональном центре? Да. Угу. У меня несколько вопросов. Можно я задам? Вот, у нас вот, да, вот вон одна показывает, например, я считаю, в наших условиях вон, которая маленькая, наверху, которая вот, большинство у нас такие маленькие урны. Вот. Утром ее собрали, в обед она уже вся полная стоит. Вот такие бы нам урны, вот, которые внизу, которые призывают, вот видишь, уже даже тебя, вот, ты когда к нему идешь, уже понимаешь, куда что должен кинуть. Хоть какой-то гражданский долг появляется. Ну, С каким-то уважаемые таким- коллеги, они тогда, эти урны должны стоять возле подъезда, они тогда до мусорной точки санитарной не донесут. Они прям сюда из Для дома складывают. Это все-таки дворовая территория, а не какая-то общественная. Не, ну, я имею в виду, Я хотя бы понимаю. общественный. Нет. Ну, в скверах, например. Вот еще такой вот нюанс один, да? Вот сейчас Ида Ивановна посчитала дополнительные перечни работ на один двор, сколько пойдет, да? 3,5 миллиона. У нас только 83 миллиона на минимальный перечень. То есть, да, и получается, это только 23 двора тогда. А мы дополнительно же меньше же делаем.
Мы же дополнительно, вот, если по одному приоритетному возьмем, у нас практически там мы не... По минимальному перечню только 23 двора. Мы же хотели 100 дворов. Так, по минимальному перечню вы сколько сказали? Примерно Вот среднее примерно, вот 3,5? вы говорите, 3,5, да? А если разделить на 80, ну 83 на Ну, откуда? 3,5, получается 23 двора. А почему 80? Я когда ваши Зачем нам проценты тогда что-то вот не 100 понимаю, разных что ли? видов? Что тянет так дорого? Асфальтирование Ну, уже давайте 100 квадратных метров это немало. Я не понимаю, в каком это дворе у нас будет такое количество, а вы пишете всего 181 тысяча. Я все понимаю, но нет у нас таких дворовых территорий. Если в квадратных метрах вы посмотрели, да? Ну, там 5 метров даже вот этот, если Наверное. проезд. Мы, получается, Это 20 метров. конкретно разделить. Например, вот заявка к нам там пришла, да, на 3 или на 4, на 5 миллионов, да. Мы должны тут конкретно вот эту заявку разделить, что относится к минимальному перечню здесь, и нам необходимо, чтобы минимальный перечень ну, был чуть меньше, чем дополнительный. Тогда мы сможем по минимальному перечню больше охватить дворов. Ну, смотрите, по большему количеству... Когда мы по дворов тоже- источникам финансирования будем делить, да? Да. Получится, да, нужно, чтобы по минимальному перечню много дворов. Нет, Дина Ильина, на самом деле, смотрите, у вас сумма, у нас 141 миллион, из них 47 общественных пространств, 94, плюс прибавки свои 80, 174 миллиона на дворы будет. Вот Да. из них давайте думать, что по минимальному, а что по дополнительному. По минимальному перечню пойдут федеральные средства. Это 83 миллиона. 20 дворов, да? А почему? Нам не надо 120 дворов. Либо Нам у вас, надо, чтобы 80 или 100 дворов. я вот хочу спросить ЦГХ, да? Либо у вас все-таки очень заниженные минимальные расценки, потому что вот 181 тысяча асфальта, 100 квадратных метров, ну это что-то вообще как бы. Если это нормально, то тогда почему у нас 3,5 миллиона асфальт стоит? Ну вот у меня... Дворовая территория, ну максимум Здесь там асфальтирование 100, с полотном. 200, 100 метров. Спиртом, да? И тротуар. Наталья Анатольевна, Ну, можно я тут внесу сумятину? ну несите, пожалуйста. Первое, значит, по СГХ, да, вот по последней, то, что вы сейчас мне по асфальтированию сказали, я действительно получил 2 сметы, я получил 2 дефектовки по своему двору. Ну, у меня двор большой, понятно, да, там у меня 2 дома, 2 140-квартирных дома, то есть 8 подъездов, да еще и между собой там, да, соединение происходит. По дефектовке, которую получил СГХ, там 3,5 тысячи квадратных метров. 1000 квадратных метров. А по нашей дефектовке она у нас 2500 квадратных метров. Это мы, так сказать, уменьшаем для того, чтобы поменьше денег из бюджета вырвать, что называется, да, сэкономить. 2500, обратите внимание, квадратных метров. Это вот только дворовой проезд. Это вот тупо двор и 3 парковки. 3 парковочных стоянки. Какая сумма получается? Получается по СГХ там 6 миллионов 800 тысяч. По нашей, то есть по нашей дефектовке, по нашей смете 4 400. Это по минимальному Вы перечню. тоже асфальтировали? Это Это проезд, чисто да? только асфальтирование. Проезда? Или Проезда. Проезда. И парковочные места, 3 парковки. Ну, парковок не А будет. парковка, кстати говоря, это дополнительный Парковка перечень. это дополнительный перечень. Это Ну, муниципалитет даже если мы будет парковку финансировать. уберем, там, да, парковку Парковки уберем, есть. поверьте, это не намного уменьшит. А Там сколько? 3 парковочных кармана уберите, ну. Вообще, вот, коллеги, на самом деле это работа общественной комиссии. Почему в общественную комиссию включены все общественники, партии, да? Во-первых, нужно понимать, что задача членов общественной комиссии – это контроль прежде всего. Контроль уже на стадии дефектных ведомостей, контроль на стадии объявления подрядов, контроль на стадии реализации этих проектов. Ну так давайте работать вместе и смотреть. Действительно, может быть, и Меня по так- расценкам смотреть. Ирина Дмитриевна, у меня вот 2 вопроса, которые я хотел до этого задать, они у меня как бы это, из головы не выходят. Да? Первое, а народный бюджет, мы как бы это, то, что были заявки по народному бюджету, они теперь сюда сливаются или Нет, отдельно? Это Это плюс отдельно, это как плюс. софинансирование. А, Это ваше софинансирование. а то что-то вот такое прозвучало, что там народный бюджет, там типа, Нет, Это плюс Это плюс. софинансирование. это это комплексность. понятно, ладно, это первый вопрос. И второй, на мой взгляд, самый основной, Наталья Анатольевна, мы с ней разговаривали на эту тему, да, самый основной, отбор подрядных организаций. Вот нам нарисует воркшоп, мы привлекли там студентов, да, которые тоже порядка там 10 или там 15 дворов сделают там эскизный проект. По этим эскизным проектам потом отдадут, ну понятно, ПСД минимальную там сделаем, да, Минимально.
и начнется отбор подрядчиков, которые будут выполнять по этим эскизам. Но мы же знаем, как проходит 44-й ПЗ и как будет отбор производиться. И какие мы там скамейки в конечном итоге, и какие мы там архитектурные формы в конечном итоге получим. Это же будет эскиз вот здесь, а то, что получилось, ну, то, что мы видим. А вот как раз эта задача, еще раз, вообще самих общественников и самих жителей. А как это Четко сделать? прямо прописано. А нужно, вот подрядчик как придет, прям садится и работает. Давай, вот мой рисунок, вот я хочу. И делай по нему. А рычаг-то Вот только тебе один. деньги. Рычаг-то только один, Ирина Дмитриевна. Деньги. Еще раз, деньги он получит только если он сделает в соответствии с дизайн-проектом. Все, ответ короткий. То есть предоплаты ему там не будет, ничего не Ну вот будет. здесь нужно механизмы продумать, но предоплата какая-то будет, Ну, наверное. какая-то 50%. должна быть предоплата. Люди, конечно, должны работать. А ну 30% предоплаты сделать, а дальше требовать. У нас два механизма финансирования будет выполнения этих работ по Нет, 44 предоплаты. и субсидирование управляющих компаний. Если управляющая компания ТСЖ будет софинансировать, финансовая часть будет, то получается мы дадим субсидию, и управляющая компания или ТСЖ сами выступит заказчиком. А там, где софинансирование ТСЖ и управляющей Подождите, компании подождите. нет, тогда мы по 44-му будем, нам так проще. Дина Олеговна, я что-то окончательно без поворота заблудился. Вот условно говоря, давайте вот к моим баранам, да, мне тут виднее, что называется, да. Условно говоря, вот предположим, двор, который мы там осметили, у нас получилось по минимуму, ну, супер, 4 миллиона 400 тысяч, да. Уберем там карманы, да, 400 тысяч, которые мы там согласны, как жители, вложиться туда, как софинансирование, да. А 4 миллиона, значит, будет проводиться по 44-му ФЗ, я так понимаю? Или как? Все пойдет. Если вы софинансировать будете, да, какую-то часть, да, по дополнительному перечню, тогда мы вам дадим субсидию на эти виды работ полностью. Тогда надо определить долю, это же будет несправедливо, можно софинансировать 10 копеек и 8 миллионов получить. И я тоже об этом. Это получается какая-то дребедень. Мы должны здесь все-таки на этой комиссии все-таки какие-то правила разработать так, чтобы они были справедливые и Для всех. и для всех. И были, чтобы не было там. Вносите предложения какие. И вот как раз мы при отборе заявок, да, смотрите, мы же будем рассматривать все эти заявки. При отборе заявок, значит, в муниципальную программу мы с вами, как члены общественной комиссии, должны это все уже продуманно отобрать. А подождите, у нас есть тут участие заинтересованных лиц. У нас нету, не будет такого, что там 1 рубль или 10 рублей, да? Финансовое участие более 15%. Вот мы про это с самого начала спрашивали. От 10 до 15, 40 баллов, 10. Это баллы. Это баллы. Это просто отбор, Дина Олеговна, это не то. А дальше? А мы говорим по деньгам, по конкретике. По деньгам механизм такой: вы открываете спецсчет, да, нам подтверждаете то, что вы вот заявленную сумму софинансировали, собрали, да, мы отправляем вам деньги на этот счет, вы проводите комиссию, да, в составе комиссии тоже будут общественники, да, с этой комиссией, и ваши представители и наши представители одной администрации. А те деньги, которые в 44-м ФЗ, которые как по ним. Тогда не будет Все деньги, 44-го. Тогда не будет 44. То есть вот эти, так, получается, федеральных денег там не будет? Два варианта. Федеральные деньги будут, я же говорю, все деньги пойдут к вам. А, вот так, да? Да. То есть мы будем выступать заказчиками, а отбирать подрядчика тоже мы будем? Да. Да, комиссия ваша. И это на такую сумму, на 4 миллиона? Да. Круто. Но если вы попадете по итогам рассмотрения... Не-не, я понимаю, что Поэтому я понимаю, что мы не пройдем, отсекаться поэтому туда, как А бы. где, получается, те жители, у которых нет финансового участия, они пойдут по 44-му ФЗ? Тогда в этой части управляющие компании получат возможность выбирать подрядчика, с которого они потенциально уже будут качественные работать, да? Чтобы снижать цену. Ну, в принципе, и Ирина Дмитриевна сказала очень грамотную, умную вещь. Я еще раз могу Сейчас сказать. порядок мы Дорис, рассмотрим. Я спрашиваю. который СГХ предлагает 6 миллионов 800 тысяч, или ТСЖ, который договаривается с подрядной организацией, те же виды работ за 4 миллиона 400. Ну, Ирина Ильинична, получается порядок так, когда разработаем? порядок сейчас в соответствии с дорожной картой до 15 апреля, он отрабатывается. То есть мы просто пока комиссии принимаем заявки, отбираем заявки по критериям, принимаем какое-то решение
И затем уже Ну, говорим, 30 что вот по апреля этим будет. мы теперь смотрим, да? Вот здесь софинансирование по критериям они прошли, значит, сколько и когда они проходят. Ну, и плюс, так как порядка еще нету, нам нужно сейчас ввести предложение, какие же критерии у нас будут при отборе подрядных организаций. Давайте так тогда. Какие подрядные организации могут получить вот эти деньги? Тоже нужно ввести предложение. Ну, тут голову сломаем. Почему? Мы по 185 не так работали. Механизм работает. Но мы при этом... Возврат в соглашении предусматриваем, да? Соглашение возврата. Ну, коллеги, И так как самое это федеральные деньги, а когда будет федеральная проверка, проверка придет в первую очередь к вам, будет вас проверить. То есть лучше отказаться заранее. Никто никого не запугивает в этом Ну, случае. Получается, федеральные проверки, они каждый год у нас, это как текущая работа, ничего страшного. Если у нас все нормально будет, то... Но тем не ничего менее не есть будет. такая вот там приписка, да, в постановлении о том, что если даже мы все везде выполним, но что-то не доделаем, деньги потребуют вернуть в полном Да. объеме. Вот еще у нас есть. Вот такая у нас есть большой огромный риск. Поэтому наша комиссия, она на самом деле очень большую ответственность имеет. Не просто там же просто поговорить, собраться, но и при правильном принятии решений. Поэтому бдительность сохраняем сразу же и правильные делаем действия. Да? Ну, давайте тогда вот в качестве некоторого вот, резюме того, что, о чем мы поговорили, да? Значит, поступило предложение внести в единичные расценки, в том числе и расценки по общественным пространствам. Дальше, значит, внести изменения в части приобретения монтажа урн и приобретения монтажа скамеек. Все остальное здесь, видимо, более-менее соответствует. И, значит, по порядку софинансирования, я думаю, что проект, когда мы запустим, да, этот порядок, Альбина Олеговна, мы, вот, в принципе, можем поставить членам комиссии, чтобы они тоже его посмотрели. Еще не утвержденный, чтобы могли внести какие-то предложения и изменения. Ну и по критериям отбора ждем ваших предложений. Мария Алексеевна, вы, пожалуйста, всех членов комиссии оповестите о том, что мы до 31 марта ждем от вас предложений, как будем отбирать подрядные организации. Далее, предлагаю все-таки вот поделить, ну, сначала по желанию, а кто не скажет я, то без желания уже назначить ответственных за какие-то округа. Конечно, наверное, поближе, кто где живет, тот округ, наверное, и возьмет для того, чтобы максимально контролировать и уже здесь докладывать, защищать эти заявки вместе с главами управ. Поэтому давайте начнем. В автодорожном округе есть кто-то проживающий, желающий? У меня предложение, Наталья Анатольевна, а нельзя вот на комиссии, да, сразу сходу определить? То есть, предположим, минимальный перечень такая-то приблизительно сумма или в процентах, как угодно. По асфальтированию, там, условно говоря, такая-то, по уличному освещению такая-то. Как-то вот, может быть, так сделать? Нам будет проще предварительно. А иначе мы, тут начнем. Тут Ну, этому... вы услышали, до 31 марта. Это надо сделать, потому что вот вы же сейчас посчитали по дополнительному перечню 3,5 миллиона в среднем, да? Мне кажется, нужно нам больше дворов охватить, да? Поэтому нужно сумму эту уменьшить и нагрузку местного бюджета взять под этот дополнительный перечень. Так, почему один ребенок? Я не поняла. Ну, вот поэтому... Расценки вот, уменьшить нет, предлагаете? подождите, вот перечень же есть минимальных работ, да? Да. Который по федеральному бюджету пойдет. Здесь же вот Ида Ивановна сейчас посчитала, что один двор по минимальному перечню на 3,5 миллиона пойдет, так? Ага. И если получается так, тогда у нас только 23 двора пойдет. Но мы же хотим, чтобы у нас более 100 дворов получили вот эти, А вот кто эти сказал, что вот более эти 100 блага, дворов? да? Нет, мы Мы не хотим. вообще не хотим более 100 Нет. дворов. Мы хотим в центральной части сделать, ну, Мне дворы. кажется, 80, примерно 80 дворов они должны получить. Давайте вот 83 миллиона у нас федеральные деньги. Давайте 100 дворов. Если 100 дворов, ну то есть как бы по миллиону, тогда это получится 83 двора. Дина Олеговна, вы предлагаете сейчас размазать? Да. Дополнительный перечень. Но у нас же есть еще местный бюджет. Вот теперь местный бюджет 80 миллионов.
их давайте на конкретные работы. Вот там по 3 миллиона, по 4 миллиона, по 5 миллионов, тогда там будет вот. Это мы как раз должны решать вот здесь в составе общественной А комиссии. в следующем Во-первых, году Дина они Олеговна, могут почему вы сейчас? сказали, что 80 с чем-то миллионов? 94 миллиона же из 141 миллиона, 70%. 70% из 141 миллиона давайте. 83 в указе написано конкретно, дворовые 83. А софинансирование республики вы почему не смотрите? Там же еще 11%. Да. Еще софинансирование республики у нас 83 141 общая сумма. и получается Из 94. них, да, 141, 83 на дворовые. 94 миллиона будет на дворы, плюс 80 миллионов еще раз у нас есть. То есть вот 174 миллиона мы можем распределить какую-то часть на минимальный перечень, какую-то часть на дополнительный вид. Ну, даже если 90, сколько сказали? 94. Если даже 94, то это еще лучше. Но не по 3,5 миллиона, давайте там вот по 1,5 миллиона на минимальный перечень. Тогда Нет, ну это 3,5 даже в среднем же, Дина Олеговна. Мы начнем смотреть дворы, там в каком-то дворе окажется, может быть, меньше асфальта, в каком-то чуть больше. На самом деле, Это да, средняя сумма. вот вы все-таки мы должны понимать, что въезды не относятся к только придомовые Только территории. придомовые. Поэтому въезды, пожалуйста, за счет других бюджетов Да. предусматривайте. А вы понасчитали с въездами, заездами, и у нас там еще кусочек между домами, да? Неправда это все. Поэтому четко ваш дом всего 100 метров, все ваши подъезды, ну там может быть 150. Это мы с вами, Наталья Анатольевна, понимаем. Мы с вами, вот тут члены комиссии понимаем. А мы населению, должны вести. ему по барабану, он машины въезжает, он не ездит только С там, одной где... стороны, да, хочется, чтобы все-таки... Поэтому, если мы говорим о комплексности, то это, соответственно, будет вот эта доля добавлена из местного бюджета. А, вот так, да? Ну, Да. давайте тогда и определим проценты. Проценты, вот есть 80 миллионов, есть Не 94. надо проценты вообще определять, еще Нет, раз. нет. Мы давайте основное количество дворов сделаем по минимальному, а вот те, которые, как сказать, приоритетные дворы, там туда вложим дополнительный перечень. То есть нам нужны же, понимаете, мы не сможем на эти деньги, все сделаем. Хотим мы 100 дворов, но не сможем мы 100. Пусть будет 50 дворов, но хороших, чем 100 Это дворов. будет зависеть от заявок. Да, от заявок, Я да. тоже хочу спросить, на сегодняшний день есть заявок? какие-то конкретные заявки, которые... Во-первых, так, для заявок по дворам, сразу же хочу сказать, должны провести общие собрания. Общие собрания Ну, там начались было понятно. 24 числа. Общие собрания собственников. Причем они не могут сразу же собрать, там же кворум 2/3. Да, ну это Они переходят в заочное. Поэтому не все, я думаю, успеют. понятно. Система, это понятно. Мы в прошлый раз ее очень четко и долго обсуждали. Да. Вопрос в том, что мы все равно сегодня по округам отрабатываем и прекрасно знаем, что в этом округе они постараются 113 у нас сделать. было вот Здесь на сделают. Все равно 113 было предварительно. принципиально уже предварительно знаем, сколько будет заявок с того или иного двора. Предварительно нам на 113 цифра была в понедельник, да? В начале и в конце до пятницы. 132 вот на сегодня. 132, но это условных потенциально. заявок. Ну, да, но не факт, Ну, что они условно. пройдут по критериям, поэтому сейчас мы так сильно ломать копии не должны, то есть когда уже придут, единственное, мы сейчас должны закрепить, кто рассматривает из вас, просто чтобы сюда на комиссию мы пришли подготовленные. Несколько раз, наверное, придется после 10 числа. А какие собраться. критерии отбора заявок будут? Потому что А вот Здесь все прописано, мы же вам сказали, вот, и я говорила об этом коротко. И поставили. Критерии все прописаны. Мы вам материал Можно? все Сайсарский рассылали. опыт есть. У вас же есть Да, хорошо. Ну это правильно на самом У деле. меня вопрос, почему надо делиться по основной по округам? Ну, для того, чтобы, вот, например, предметно, конечно, если в Сайсарском будет один двор, а в Губинском 10, ну, конечно, тогда силы перераспределим каким-то образом. Но кто-то должен быть ответственный. Я, например, не могу по всему городу ездить и предметно сказать, в Кангаласах двор по всем критериям достойнее, чем, например, в Центральном округе. Поэтому мы предлагаем поделиться, потому что каждый должен за что-то отвечать. Потом, если какие-то сложности возникнут, мы немножко подкорректируем. Ирина Петровна, я еще хотела добавить, да, там, где вот дворы, где не хватит по дополнительному перечню, мы же можем в программе поставить на другие годы. Да, в Но том-то и дело, что у нас поэтому- программа на 5 лет. Поэтому, мне кажется, нужно побольше дворов. Нет, А мы мне сейчас так вообще не кажется. ограничиваем. Вот смотри, сейчас мы вообще не ограничиваем. Еще раз, заявки мы собираем все. Но в 2017 год мы должны включить заявки ровно столько, сколько мы сможем сделать. Все остальное на 18, 19, Потому что 20. если мы говорим, что да, мы только 40 дворов будем делать, зачем нам такую пропагандистскую работу вести? Сейчас мы же Чтобы очень много- люди А в подавали. муниципальную программу-то мы как должны включить Да. все? Мы же сейчас должны Мы как раз... сейчас должны все Нет, я вот включить. поэтому говорю, нужно больше дворов включать.
Не надо нам на 40 дворов. Дина Олеговна, ну давайте мы хотя бы заявки соберемте и Сколько посмотрим. заявок будет, сколько и видно. Посмотрим, да. Ну, посмотрим на самом деле. Готовность людей Не посмотрим. все заявки да. будут качественно подготовлены, не везде дизайн-проекты будут соответствовать сметам и возможностям бюджета. Ну, потому что Мы, я наверное, смотрю, там сделаем так. Общественной комиссии мы несколько вариантов предложим. Два варианта. Ну, конечно, мы уже будем здесь обсуждать. Общественная комиссия как раз и будет это обсуждать. Заявок же много будет. Да. Служба эксплуатации городского хозяйства предварительно все документы посмотрит, и мы будем считать баллы. И несколько вариантов по источникам финансирования и по количеству Да, дворов да. предложим. Да. И комиссия, На комиссии уже будем смотреть. сколько дворов ваших? Как фамилия? Просто смотрите, вот Что когда важнее? МинЖКХ задавал вопрос, да, сразу они задавали вопрос. Какой Вот округ? мы же там Фамилия. голосовали, почему городу Иркутску такое большое количество средств. Они сказали, можем ли мы в этом году получить прямо прорыв в городе Ну, Иркутске, да. увидим ли мы это визуально. Вот мы должны его показать визуально. И если мы, простите меня, сделаем много, но при этом ничего мы там не увидим, тоже плохо. Если мы сделаем мало и, может быть, там два красивых двора сделаем, а остальное ничего, тоже будет плохо. То есть здесь надо Мы должны баланс найти. поучаствовать. 16 красивых дворов мы должны сделать. Сколько округов, столько и этих. А что Вообще 16? 16 у нас 16 там. округов. Ну, она говорит, 15. по округам. 15. Нет, По 15. округам. На самом деле А кто пригородам у нас попадают только Кангаласы, Пригороды, да, Логин. там Марха. Нет, а там Логин. не будут Нет, выбрасывать, там нет, где есть капремонт, ну там будут не образованы, ну какие будут. Ну в Кангаласах можно сделать Логина, Марха. Обязательно надо сделать во всех по одному суперскому двору. Давайте сделаем. Ну, Что как туда раз дети нету. ходили играть. А? Как раз нет каменных домов, У меня деревянных вопрос к встречают. По поводу того, чтобы полностью сделать двор, да? То есть получается, я, допустим, живу в каком-то своем дворе, подал заявку, поучаствовал, в этом году мне отремонтировали. А в следующем году, получается, не могу подать? Нет. Ну, То есть если делать, уже надо полностью попадете. весь комплект делать. Вы А кто Не- сказал, что они в Вы следующем году попадете. не Ну, смогут подать? вы говорите, вот суперский Нет, сделать на один год. дополнительные смогут. Да, нет, имейте в виду, вы дадите нам заявку, да, если вы на 17-й год не попадете, вы там, возможно, на 18-й. Нет, я к тому, что Доделать. сделали мне Доделать. немножко, да, вот Да. размазали, Да. грубо говоря, Минимум, сделали да, минимум. можно будет. А в следующем году я хочу уже, все, парень, ты уже в Нет, прошлом году мы вот получил. посмотрим, скажем, что в Может этом году, такое случиться. в этом году минимальный перечень делаем, Да, да, так да. как денег не хватает. В следующем году мы поставили вот Дополнительный. такую-то сумму на Ну, если так, 18 год. да. А это где-то Мало я. Значит так, Центральный округ года Афанасий Александрович Там предложил свою дополнение. кандидатуру. Как И, раз здесь наверное, будет это Сергей допустим. Викторович, да? А функции этих людей какая будет? Значит- Они по округам будут отрабатывать? Да, вот выездные совещания По округам. вы будете проводить по округам, да. То есть мы проводим совещание. Вы будете проводить. А почему не ТСЖ, не все? Нет, все- собрание собственников они проведут. Когда придут заявки все в СГХ, они по критериям все подготовят. Но ваша задача будет выехать на место, чтобы потом нам всем 15 человекам рассказать. И я там был, я видел, да. То есть уже по выбранным критериям СГХ, но выезжаем Да, уже на да, место. на то, те, которые по критериям прошли не на все 100, а, например, там, ну, 50 или 60. Вот на эти мы должны будем выехать, и потом, когда мы все это рассматриваем, будем Выбирать что же нужно? 4 заявки на эти То есть, объекты съездить. по критериям бумажную работу проверят СГХ. Они все заберут, по критериям подходят, капремонт, все остальное, посмотрели, подходят, выносят нам на комиссию. И мы уже знаем, центральный округ, звоним вам, Александр Александрович, вот, пожалуйста, ваши дворы, вот, сметы, дизайны, езжайте, посмотрите, может быть, с кем-то из жителей вы побеседуете, кстати, собрание это было, а подпись-то ваша ли стоит, да? Не удастся сам искать по центральному округу? Вот их 2 человека, Синяев, мы им доверим, мы должны как бы на доверие здесь. То есть, Милые дамы, что, какой если округ есть, хотите? Типа, Промышленный, Губинский, любой. Можно ваша фамилия? Борисова Елена Там Афримовна. 5 заявок поступит Ну. с центрального округа. И мы здесь будем Мы обсуждать. здесь все Промышленный, да? Либо промышленный, либо Губинский, могу Кангаласы взять, но все равно. Так, промышленный. Ну, не знаю, есть ли смысл Кангалас. Я просто туда езжу каждый месяц, поэтому Они могу один двор и планируют на посмотреть. месяц, да. Кангалас, Да, на воздейки, да. Отлично, вы посмотрите, если будет здорово. Там наша Нет, ну, я считаю, да, прямо выбирать, конечно, это как-то, да, я бы хотел, чтобы здесь выбирали, ну, как бы, коллегиально, а то Мы и будем еще могут сделать, так коллегиально. сказать, ну, недовольны скажут, ну, Нет, вот нет, это,
что-то там... Мы хотим, чтобы вы своими глазами посмотрели. Нет, ну, конечно, Может, мы- сделали да, фотки и да, нам да, сказали, да. вот посмотрите, я считаю то-то, то-то, да? То есть, А почему мы не можем вот сейчас какой-то механизм вот реально или решить всем выезжать вот один выходной день, вот заранее, чтобы все подготовились округа и поехать в один воскресный день по всем округам? Это вы с округом решите, как вы сделаете. Автодорожные меня запишите. А то как-то прям индивидуально. как Не-не-не-не, вы немножко не поняли. Речь же о другом. Наталья Анатольевна говорит, прежде всего, вот о чем. Это мы должны, вот, предположим, вот нас по центральному округу определили, вот мы должны съездить на 7-й дом, на 7-1, там, да, поэтому уже проспект Ленина. И посмотреть, а не наврали ли там, а проводилось ли там собрание, а действительно ли там двор в таком запущенном состоянии, что требует обязательно там то-то, то-то. готов ли он? Посмотреть эскизы, которые там сделали. Они все равно здесь мы будем их рассматривать, все заявки. Поэтому что переживать? Так, Любовь Нет, не Александровна, переживай, просто уточняемся. да, Гагаринский. Ну, Ирина Олеговна, кстати говоря, а по дополнительным перечням нам рассылки не нужны? Спортивные площадки тоже, наверное, нужны? Павел Валерьевич, Я живу в частном доме, работаю на Петра Алексеева. Нужны, по-хорошему то нужны. есть вам Дина любой- Олеговна, частный дом а у не вас будет? есть такое же по этим, по спортивным, по детским Да, площадкам? строительный округ возьмете? Посмотрите, ну было же у СГХ. И Нет, детские ну, это площадки у нас есть, по конечно, у народному нас есть бюджету. все разные. Давайте взяты подготовим, площадки. но Дина люди, Олеговна, люди должны на что-то ориентироваться. Губинский округ. Губинский округ. Мы сейчас, мы будем заниматься подготовкой материалов для комиссии, то есть имеется в виду Вы хотите, чтобы вас таблицами. освободили от этого? Я могу съездить, там сколько, 4 заявки будут. Куда могу съездить? Мы должны все ездить. Да, Я да. Октябрьский выбор. Октябрьский выбор. Просто я же как окружной Да. администратор. А? А мы по одному будем ездить. Ну, я бы Мне хотел, еще чтобы неизвестно, все погодите, как-то я все- Да, Я Поэтому я думаю, немного это неправильно на самом деле. Мне Чтобы... кажется, Главстрой, а вы кого предлагаете? Какой округ? Где Петр Иванович живет? Что ему ближе роднее? Петр Иванович и центральный. Ну, центральный уже, к сожалению, вот здесь есть два представителя, достаточно ярких. Значит так, что у нас осталось? Павел Валерьевич надо взять Хатасы. Татас? Да, с охранной зоной газопровода, там как-то мясо там нет. Хатас не будет заявок. Нету заявок? Нет. Ну, там многих машин на домов нет, да. Там нет каменных домов. Каменных домов. У них есть только деревянные. ТПГ, что там планируют? Ну, если что, мы туда съездим комиссией, да? Там, да, Там двухэтажки есть, 2 или 3 двухэтажки есть каменные. Потом при въезде с правой стороны. Автодорожные, Ну, с этой Гагаринские, стороны. Гудминские, Ну, Сайсарские, когда вот заезжаешь промышленные, справа, строительные. Так, Октябрьский округ. Один из них больница, второе здание каменное Октябрьский пока меня больше ничего нет. Я там живу. Уважаемые коллеги, я просто хочу сказать, что мне тут удалось пообщаться с Демченко, да, ну, те, кто знает, это департамент, который Минстроевский, который отвечает за этот проект со стороны Минстроя. И там было пожелание для того, что если вы хотите на будущее получить финансирование, можно сказать, напрямую, то вы должны что-то показать такое, Да. чего вся Россия не может показать. Поэтому вот здесь бы, вот тут хочется и сразу всем всего, и хочется как бы и, а тут, соответственно, как-то это, тут тогда либо по деньгам, либо по Кстати деньгам. говоря, коллеги, вот у меня вчера на приеме были фонд «Дети Азии», да? Фонд «Дети Азии». Они предлагали еще с прошлого года, обращаются к нам, хотят оборудовать площадку большую, типа Ваняновской, но больше. То есть это должна быть спортивная площадка, там, воркаут для взрослых, еще что-то. Мы рассматривали с Губинским округом территорию, которая прилегает к 203 микрорайону. Внизу, вот, ну, рядом.